Сухум – площадь свободы. Отсюда берет свое начало путешествие абхазских журналистов в Крым. Если вы хотите попасть на этот полуостров и предпочитаете авто, то приготовьтесь к не самой легкой поездке. Ведь чтобы добраться до нужного места, вам потребуется как минимум 12 часов. Но не все так плохо. Здесь есть и свои плюсы. И, конечно же, это Крымский мост. Или, как принято его называть, Керченский. Пока непонятно, что впечатляет больше – масштабы моста или то, что строился он всего 2 года. Впервые идея строительства моста появилась больше 100 лет назад, но к реализации проекта приступили лишь после присоединения Крыма к России. До этого попасть на полуостров удобнее было через Украину. Сейчас же все иначе. Миновав главный мост, не расслабляйтесь, если в ваши планы входит город Севастополь. До него ехать еще около 5 часов, но по прибытию вас ждет очень много интересного. Итак, первая остановка – это набережная. На Сухумскую она, конечно, совсем не похожа. Тут все намного проще, без кафе, пальм и даже людей. Но если вы решите прогуляться, то первым делом ищите головной убор. Уж слишком тут сильные и холодные ветра. Кстати говоря, это одна из климатических особенностей Крыма. Зато вот дожди – явление редкое. Не скучно, зато на площади, по крайней мере сегодня. Вот такими гуляниями жители города открывают летний туристический сезон. В общем-то, журналистам из Абхазии повезло попасть на такой праздник. И куда же без угощений. Если вы фанат креветок, устриц, мидий и вообще всего морского, то вам именно сюда. Деликатесом здесь это и особо не считается. Едят морепродукты практически все и везде. Связано это с тем, что в Крыму огромное количество подводных обитателей и есть все условия для успешной круглогодичной рыбалки. Говоря о привычной еде крымчан, стоит отметить, что на первое они выбирают суп из оленины. Если же это блюдо не входит в список ваших любимых, то расстраиваться не стоит. В любом кафе, ресторане и даже на улице вам приготовят что-то очень родное.
Итак, пообедав, абхазские журналисты отправляются на новую локацию, место, где ежегодно проходит байк-шоу. Пожалуй, это самая необычная площадка. Здесь нет привычных мотоциклов или же трассы для гонок, но есть вот такой ретро-музей автомобилей. Интересно, что каждый из них когда-то мелькал на кадрах различных фильмов. Николая Расторгуева, там вот картина была, снималась здесь, фильм «Ледокол». В этом году снимали здесь, про Гойко Митич приезжал, Сербия, это было как раз вот бомбежка Югославии, фильм снимался. Здесь снимали и 9-ю роту в этом месте. Тут много картин, поэтому такое место, куда киношники любят приезжать, и всех зовем, пожалуйста, тут целый киногород. Если так в целом взять, тут вообще натура, просто здесь вот построена тюрьма внутри, тут год и снимались одно время. Всех ждем 10 августа на открытие, на байк-шоу. Вот, так что приезжайте, так что тем более с Абхазии, тут на мотоцикле доехать вам, по-моему, день-два, и все, и вы тут уже палатки тут вот все готовим, чтобы ребята раскрыли. Фонтаны тут хотим поставить, немножко так облагородить озеро, чтобы можно было здесь отдохнуть. Весьма необычное новшество, которое планируют ввести организаторы в этом году, это то, что в этих стенах может проходить процесс бракосочетания. Если же эта пара проживет вместе более 5 лет, то организаторы обещают устроить банкет по случаю так называемой деревянной свадьбы. Ну что ж, путешествие продолжается, и следующая остановка – Скельская пещера. И находится она у подножия горы Карадак. Казалось бы, пещерой абхазский народ не удивить, но это сегодня является одной из самых необычных. Дело в том, что идет она не вниз под землю, а наоборот поднимается к вершине. Хорошо сохранившиеся кальцитовые образования создают в воображении каждого различные фигуры. Одни видят тут привидение Каспера, голову дракона, а кто-то даже Сталина. Самое интересное в этом зале находится у нас под ногами. Под ногами на глубине в 45-50 метров стоят два подземных озера, и глубина у этих озер 70, 100, 140 метров. Самое интересное в этих озерах то, что они могут подниматься. Но перед тем, как я все расскажу, мы сначала выпустим группу с прошлого года, и потом я расскажу уже об озерах. Конечно же, группы с прошлого года в пещере быть не может. Проводник Виталий работает здесь уже почти 7 лет. Бывает, что в день поднимается по этим лестницам около 70 раз, и порой без юмора тут не обойтись. На обход всех залов абхазским журналистам понадобилось около 40 минут. И вот впереди новая локация – смотровая площадка Ласпинского перевала. Вот такой замечательный вид открывается со смотровой Ласпинского перевала. Высота здесь 400 метров над уровнем моря. Вот там можно увидеть бухту Ласпи, а вот это гора Святого Ильи. Этот перевал, как и в принципе все остальные в Крыму, богаты не только своим пейзажем, но и святыми местами. Тут, к примеру, находится храм Рождества Христова.
Именно на этом месте путешествие по Севастополю для абхазских журналистов завершилось. Следующие остановки уже в других городах Крыма. Виола Барганжа, Сасрыква Гухава, Абазатовая.